Пейте, дети, молоко, будете здоровы, говорится в известной всем детской песенке. Однако этот продукт бывает не таким уж и полезным, а наоборот вредным. Недавно Госветинспекции было отобрано 90 проб сырого молока. В Бишкеке в 7 точках, около 20 в Таласской области, остальные в Чуйской области. Специалисты провели 360 исследований на 4 самых распространенных антибиотика на территории Таможенного союза. Пенициллин, тетрациклин, левомитицин и стрептомицин. Эти лекарственные препараты нашли в 17 пробах. Чем опасно молоко, в котором содержатся антибиотики? Специалисты говорят, что препараты, которые колят животным, гораздо сильнее тех, что принимают люди. В итоге, когда человек заболевает, от лечения антибиотиками уже нет никакого толку. Но обычный человек не сможет определить, в каком молоке содержатся антибиотики, а в каком нет. Обязательно нужно проверять молоко в лаборатории. Фермер и переработчик молока Азамат Мааданбеков считает, что ситуация очень серьезная. Некоторые его коллеги гонятся за доходами и продают этот продукт, хотя должны были продукцию утилизировать. С момента последнего приема антибиотика должно пройти определенное время. Только после корову можно подоить и сдать молоко. Каждый должен следить, каждый должен задумываться перед тем, как использовали антибиотик. Да, это правильно, нужно лечить корову, чтобы она выздоровела. Но при этом, когда лечишь, надо отметить эту коровку, надо отметить это животное и далее уже инструкцию прочесть и посмотреть, через сколько дней я могу обратно сдавать молоко. А молоко с антибиотиком нужно или телятам отдать, или утилизировать. Пенициллин, например, выводится из организма коровы через 1-3 недели, поэтому примерно месяц молоко этой буренки нельзя употреблять, говорят в Департаменте профилактики заболеваний Госсанэпиднадзора. Лаборатория этого ведомства тоже проверяет продукцию на антибиотики. Согласно техрегламенту Таможенного союза, она аккредитована по тем же 4 антибиотикам. Имеются подобные лаборатории и в регионах. Однако уже 2 года департамент проводит только спецмониторинг, потому что действует мораторий на проверки бизнеса. Мы закупали молочную продукцию, здесь проводили лабораторные исследования. В 2019 году 61 проб мы исследовали, в 2020 году 426 проб мы исследовали. Все результаты были отрицательные. Антибиотиков не было обнаружено. Мониторите, но не наказываете, не имеете права. Если выявляется, конечно, мы санитарные предписания даем. Если эти санитарные предписания не выполняются, конечно, будем применять соответствующие меры. По данным департамента, в республике функционирует 71 предприятие по производству молочной продукции. Там соблюдают все технологические процессы, качество молока, сыра проверяют в производственных лабораториях. Специалисты говорят, что их продукцию можно смело покупать. А вот в том молоке, что в селах собирают с рук и потом реализуют в городе, в департаменте сомневаются. В Госветинспекции добавляет, та продукция, что продают на рынках, тоже чистая. Те молочные продукты и молоко, сырое молоко, которое реализуется на рынках, там проводится госмониторинг. Согласно госмониторинга мы ежегодно проверяем на антибиотики. То есть ежегодно, а не ежедневно? Да? То есть не каждый... Нет, не ежедневно. Даже в производственной лаборатории проверяется через каждые 10 дней. Каждый поставщик проверяется через каждые 10 дней, так как тест-наборы очень дорогие. Один тест-набор стоит 29 тысяч сомов. И ею можно проверить около 90 проб. Как говорят в Госветинспекции, специалисты проводят работу с ветеринарными аптеками, чтобы там больше не продавали антибиотики частным лицам. Эти препараты смогут приобретать только ветврачи, которые внесены в специальный список. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдиев, НТС.